Вот это кураторство именно Минтимира Шариповича насчет полилингвальных школ, вот это само время диктует необходимость этих школ. Его жизненный путь и его судьба неразрывно связаны с Республикой Татарстан. Про Минтимира Шариповича было очень много написано журналистами, книг, очерков. Как-то на Новый год, по-моему, мне Минтимир Шарипович с Сакинапой подарили красные ботинки. Ул һәр вакыт Россия дәүләте бердәмлек принципларын яклап килә. В памяти то, что он вдумчиво очень говорил. И вот за глаза уже тогда среди наших родственников его называли будущий министр. Он уже тогда вот как-то вот своей степенностью, какой-то харизмой, наверное, я бы сказал, это будущий министр. Он настолько на сегодняшний день вездесущий, значит, в курсе всех событий человек. Какую-то бы награду, такую каким-то общественникам награды Минтимира Шариповича. Его хорошо знают и в стране, и далеко за ее пределами. И его имя известно каждому из нас, каждому татарстанцу. Его жизненное кредо «любить людей» принесло успех в социально-экономическом развитии республики, которая стала одним из самых благополучных регионов России. Ул һәр вакыт Россия дәүләте бердәмлек принципларын яклап килә. Бүгенге көндә дә ул абруйлы сәяси эшлекле булып кала һәм аның фикерләренә колак салалар. Хәзерге вакытта да сафта калып, ул еш кына Аллаһ Тәгалә игелекле эшләр өчен аңа вакыт бирүенә чын күңелдән шат булуын әйтә. Бүтән халык берләшеп, якынайып, горурланып, аның атаклы «без булдырабыз» сүзләрен эләктереп ала. Поэтому и смогли возродить древний город Болгар и остров Град-Свияжск, построить Болгарскую исламскую академию и воссоздать собор Казанской иконы Божией Матери, создать полилингвальные образовательные комплексы с говорящим названием «Адамнар» – «Шаги», «Путь к знаниям» и «Согласию». В этом вся философия его жизни – харакат-та баракат, в движении благополучия. Это значит, что он продолжает шагать, двигаться вперед, стремиться к новому, творить полезное и нужное для людей. Спасибо вам большое, Минтимир Шарипович. С днем рождения! Туган күнегез белән чын күңелдән котлыйбыз.